Красивой хореографией ансамбль СИК заворожил многих за пределами республики, а сейчас своим мастерством юные танцоры вновь покоряют ингушских зрителей. Концерт, организуемый в родном ДК Троицкого, это уже ежегодная добрая традиция. Каждый раз ансамбль готовит необычное представление для своих любимых зрителей. К примеру, традиционные костюмы для ингушского танца сменились на новые и более современные наряды, и неспроста. Один номер подготовим специально к этому концерту. Новый танец у нас под клубную музыку, под зарубежную, подготовим специально для молодежи, чтобы показать им, что мы можем выступать не только мы, любой танцор, коллектив, что мы можем танцевать под любую музыку. Будь что ингушский, будь что зарубежный. Еще один праздничный повод для концерта – победа во Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов в Ставрополе. Ансамбль СИК – первый коллектив в истории Ингушетии, представивший республику на этом состязании. Девичий танец с кувшинами завоевал первое место в номинации «Хореографические коллективы». Для участниц это очень значимая награда, особенно для тех, кто не первый год здесь. Мадина Мистоева в ансамбле уже 8 лет, с самого открытия. Мы же за 30 лет первый ансамбль, который туда поехал. И для меня первое место – это именно на этом конкурсе, на этом фестивале. Это прям выше гран-при. Волновалась перед выступлением? Очень волновалась. Очень-очень прям волновалась. Но как-то прошло без ошибок, без ничего. Старалась не подвести. Но мы все шикарно сделали. Мы получили первое место, мы все рады. Было заявлено около 300 коллективов, и каждый коллектив имеет звание. Наше звание образцовое – это самое низкое звание для коллективов. Там были и народные, и заслуженные коллективы России. И так получилось, что со всего Северного Кавказа, наших республик близлежащих, мы единственный коллектив, который отобрались на этот конкурс. Победители чествуют и грамотами от Республиканского дома народного творчества. Ася Абдурзакова отмечает, что в копилке достижений ансамбля немало наград и призов за участие в российских и международных фестивалях. Хореографический коллектив показывает традиции, обычаи, культуры региона, так красиво воплощенные в ингушском танце. Каждое поколение вносит что-то новое, интересное в сохранение, развитие и популяризацию хореографического искусства ингушского народа. И вот от лица моего руководства я хочу еще раз пожелать всем участникам коллектива, руководителям Дома культуры сельского поселения Троицкого и также непременно Магомеду Имагожеву новых творческих вершин. На этом праздничное мероприятие не заканчивается. Зрители своими музыкальными подарками радуют звезды ингушской эстрады и приглашенные гости из соседних республик. Эля Тинькова пожелала коллективу дальнейших творческих успехов на танцевальном поприще. Хочу пожелать ансамблю дальнейшего процветания, чтобы каждый человек начинает с малого, чтобы больше по ступенькам добились успеха, представляли свою республику Ингушетию, чтобы все у них было на высшем уровне. Возобновить репетиции ансамбль планирует через месяц. Сейчас юные танцоры уходят в отпуск, а после с новыми участниками ансамбля начнут усиленно готовиться, чтобы показать свои таланты на другом всероссийском фестивале. А в каком именно, пока держат в секрете. Дана Плеева, Мухаммад Альсигов, Новости 24.